Ассаламу алейкум! Приветствую зрителей программы «Неделя». В студии Ислам Ершов. Я и мои коллеги расскажем о самых заметных событиях в регионе и не только. И вначале коротко о главном. То, чего так много ждали. Прошло торжественное открытие первой линии нового района имени Владимира Путина. Мероприятие посетил глава региона. Просим вас нажать на нашу специальную кнопку «Пуск» и официально открыть новый район Грозного. Хадижат Кадырова удостоилась почетной грамоты президента России за проведение значимых мероприятий. Награду передал председатель правительства Магомед Даудов. После масштабной реконструкции открылась улица имени Абузара Айдамирова. Торжественную церемонию посетил Рамзан Хаджи Кадыров. Грозный отметил 207-ю годовщину со дня образования. О том, как возрождалась чеченская столица и каких успехов достигла в наши дни, говорили на праздничном собрании во Дворце торжеств имени Дагуна Амаева. Туда прибыл и глава региона Рамзан Хаджи Кадыров, который вручил высокие награды тем, кто внес особый вклад в социально-экономическое развитие республики. Подробнее в сюжете Хавы Ахмадовой. Во Дворце торжеств имени Дагуна Амаева собрались руководители и работники органов власти, силовых структур, духовенства республики и гости из разных регионов России. Все они здесь, чтобы отметить 207-ю годовщину со дня основания Грозного. С приветственным словом обратился мэр столицы Хас Магомед Кадыров. Он выразил благодарность главе региона и президенту регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова Аймане Несиевне за всестороннюю поддержку. Сегодня, когда мы говорим о процветании нашей республики, о ее настоящем и будущем, мы с почтением и горечью вспоминаем первого президента Чеченской республики, героя России Ахмата Хаджи Кадырова, да примет Аллах его шахаду, отдавшего свою жизнь за то, чтобы наша республика была сильной и процветающей. Вы, уважаемый Рамзан Ахматович, с честью и достоинством продолжаете его путь. Также хочу выразить самые искренние и сердечные слова благодарности Аймане Несиевне, президенту регионального общественного фонда имени первого президента Чеченской республики, героя России Ахмата Хаджи Кадырова, да примет Аллах его шахаду. Современный Грозный – это результат масштабных преобразований, произошедших за последние десятилетия. Председатель Совета алимов Республик СКФО Хожи Ахмед Хаджи Кадыров отметил, что эти изменения стали возможными благодаря усилиям главы региона, который достойно продолжает дело своего отца. صعال ينبوه غالي يلا هيت إتاج يلش بوهش سويتسكي زام يلش غيره إتصعال بياسر خوي حوصل تهد وين يقري يتصعال الغاء إتاج يلش يرقي غال أي يلويتان. Рамзан Хаджи Кадыров передал слова поздравления от президента России. Он отметил, что Владимир Путин высоко оценивает заслуги и достижения чеченского народа. Мне поручил президент поздравить всех вас с Днем города, Днем учителя, День молодежи, передать слова искреннюю благодарность за то, что мы делаем, он все видит и ценит. Также лидер субъекта подчеркнул, что нынешние успехи являются продолжением курса первого президента Чеченской республики, героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Daka Ahmed Ajiniyat Akaviyush Fonu في الشعبري خلق ضمن دالش بيت بوخ شلون من داريزي خلش وقال شق دقش حبوش بوين وش ما قال مصمت تعجاز سويت نقبلش مص أصله بشيء شوي لا مولع زي البربنس شيء أصله بس وييريو ويشديد قيمش بدع أتوبو يا فزبلا نعم جورد سيخ جيتلي سيخ قستي توريستو и Чеченскую республику народ даст. Сегодня город возрождается. Сегодня мэр города самый лучший из лучших. После поздравительной речи Рамзан Хаджи Кадыров вручил погоны воинского звания генерал-лейтенант председателю правительства Чеченской республики Магомеду Даудову и передал благодарность президента Российской Федерации первому заместителю председателя правительства Чеченской республики, министру автомобильных дорог Чеченской республики Исету Мхаджиеву. Указом Владимира Путина заместитель председателя правительства Чеченской республики, министр труда, занятости и социального развития
Усман Баширов награжден почетным званием «Работник социальной защиты населения Российской Федерации». Указом президента Российской Федерации присваивается воинское звание генерал-лейтенанта Даудову Магомеду Хожахмедовичу. Также глава республики наградил званием «Почетный гражданин Чеченской Республики» мэра Грозного Хасмагомеда Кадырова. Указом главы региона заместители мэра столицы Халид Кадыров и Зухраб Яхьяев награждены орденом Кадырова. Высшее звание Чеченской Республики Герой Чеченской Республики Конах вручил министру культуры Исее Ибрагимову. Почетное звание «Заслуженный строитель Чеченской Республики» присвоено заместителю градоначальника Шамилю Адаеву. Также ряд работников мэрии удостоены почетных знаков за трудовое отличие. Присваивается звание «Почетный гражданин Чеченской Республики» Кадырову Хасмагомеду Шахмамедовичу, мэру города Грозного. К поздравлениям присоединился и помощник председателя правительства России Муслим Хучиев. Он подчеркнул, что благодаря усердной работе главы республики стало возможным проведение таких мероприятий. Прежде всего, хочу поздравить с праздником учителя молодежи и, естественно, днем нашей столицы Рамзана Ахмадовича Кадырова, потому что без его каждодневного трудового боевого подвига на протяжении этих многих лет невозможно были бы эти торжества. Рамзан Ахмадович, поистине масштабы, они видны издалека, и то, что сегодня вы творите, масштабные инвестиционные проекты, строительство городов и сел, они впечатляют своими масштабами и сроками реализации. Вспоминая о первых годах работы Рамзана Хаджи Кадырова, помощник президента России Абубакар Эдельгериев отмечает, что мало кто верил в успех его амбициозных проектов, но благодаря его настойчивости и решимости сегодня вся страна видит результаты его труда. Вчера ночью вернулся, я сам проехал по Грозному. Очень приятное воспоминание, а тем более, когда ты видишь, что было. Рамзан Ахмадович, вам еще раз большое спасибо за все это, за наш родной дом, который вы нам сохранили, за то, что мы можем мирно, спокойно возвращаться сюда. В конце хотел передать вам слова приветствия от министра иностранных дел Саудовской Аравии, министра иностранных дел Азербайджана, президента Азербайджана и ряд других стран, которые я встречался в Америке, которые вам передавали слова большого уважения, приветствия и до новых встреч, как они передали. В этом году празднование Дня города совпадает с 80-летием победы в Великой Отечественной войне и десятилетием присвоения Грозному звания «Город воинской славы». Эти даты служат напоминанием о подвиге народа и укрепляют связь между поколениями. Хава Ахмадова, Адам Арсунукаев, Мансур Исмаилов. Неделя. Ко дню рождения чеченской столицы в Грозном завершили строительство правительственного комплекса. Уникальный проект возвели за рекордно короткий срок. На торжественное открытие прибыл глава республики, который лично следил за ходом работ на каждом этапе. На месте побывал и наш корреспондент Висхан Закриев. Торжественная церемония открытия правительственного комплекса приурочена к 207-й годовщине Грозного. На мероприятие прибыл Рамзан Хаджи Кадыров с соратниками. Перед началом мероприятия звучат гимны Российской Федерации и Чеченской Республики в исполнении военного оркестра. Перед собравшимися выступил мэр столицы Хасмагомед Кадыров. Он выразил благодарность главе Чеченской Республики и президенту регионального общественного фонда имени Ахмата Хаджи Кадырова Аймане Несиевне за всестороннюю поддержку в развитии города. За этим грандиозным проектом стоит не только архитектурный замысел, но и огромная работа. Возведение комплекса стало возможным благодаря региональному общественному фонду имени первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Да примет Аллах его шагаду. Многие представить не могли, насколько быстро Грозный сможет развиваться, говорит глава региона. Он поблагодарил всех, кто принял участие в строительстве данного объекта. Правительства, администрации, все вице-премьеры и 5 министерств правительство удобство, что чинер, новый район не слушает, и далее, как вы указывали, хасмавали поручение, келли правительстве, 5 октября, кажется, дол 4 бош, а садя 4 бош, дардать.
خصمامز مسألة لطشة ويدهاي نوين سنبركل ديريز على حق أملا يكشن أستن خصمامدينا عيسى نتموجيو دو مسألة دون. В своем выступлении председатель правительства Республики Магомед Даудов выразил благодарность Рамзану Хаджи Кадырову за постоянное внимание к вопросам развития инфраструктуры. Здесь будут расположены различные органы исполнительной власти Чеченской Республики, что будет способствовать их эффективной деятельности. Этот масштабный проект является символом созидания, развития и процветания региона. Его успешная реализация – заслуга нашего национального лидера, главы Чеченской Республики, Героя России Рамзана Ахматовича Кадырова. Открытие данного комплекса является очередным важным достижением на светлом пути нашего первого президента, Героя России, великого Ахмада Хаджи Кадырова. Магомед Даудов вручил медаль «Золотая звезда Героя Чеченской Республики» главе региона. За особые выдающиеся заслуги перед государством, беззаветное служение народу, личное мужество, многолетнюю самоотверженную государственную и общественную деятельность, направленную на процветание и повышение социально-экономического потенциала Чеченской Республики, присваивается высшее звание Героя Чеченской Республики с вручением медали «Золотая звезда» Кадырову Рамзану Ахматовичу, главе Чеченской Республики. Также председатель правительства преподнес Рамзану Хаджи Кадырову в подарок историческую реликвию – личный меч первого имама Северного Кавказа шейха Мансура. После официальной части мероприятия глава республики вместе с муфтием региона Салахом Хаджи Межиевым и мэром Грозного Хасмагомедом Кадыровым перерезали красную ленту. Я сегодня не хочу остановить войну, я хочу закончить. Я хочу привести республику к миру, и для Аллаха я это сделаю. Гости осмотрели помещение, а затем прочитали дуа, прося милости у Всевышнего для всей мусульманской уммы. После Рамзан Хаджи Кадыров ответил на вопросы журналистов. Мы построили новое правительство за короткий срок. Я благодарен мэру города Грозного. Это его заслуга, и я очень доволен и впечатлен. Новый правительственный комплекс впечатляет своим размахом и архитектурой. Был проделан колоссальный объем работ, здесь расположилась административная зона. Новый комплекс состоит из 3 основных блоков, стилизованных под войнахские башни. Здесь же расположена мечеть на 1000 молящихся. Здание правительства станет центром управления регионом. В нем будут расположены офисы органов исполнительной власти республики. Висхан Закриев, Юсуп Эжиев при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики. Неделя. 7 октября президенту России Владимиру Путину исполнилось 73 года. Глава Чеченской Республики написал поздравительное письмо в социальных сетях. Он отметил, что для верховного главнокомандующего служение народу – первостепенная миссия. Его политика направлена на развитие, укрепление и процветание страны, на защиту ее интересов, культуры, традиций и духовных ценностей. Рамзан Хаджи Кадыров также отметил высокую личную ответственность президента, его колоссальный опыт и искреннюю любовь к своему народу. Чеченской Республике мы безмерно благодарны Владимиру Владимировичу и никогда не забудем, как он протянул руку помощи в самые тяжелые для народа времена. Он поддержал моего дорогого отца, первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата Хаджи Кадырова в деле восстановления мира и порядка. Благодаря этой решимости и доверию сегодня республика живет, развивается и гордится тем, что является прочной, неотъемлемой частью великой России. Ко дню рождения российского лидера в Грозном приурочили открытие первой линии многоквартирных домов в новом районе имени Владимира Путина. В торжествах по этому случаю приняли участие глава республики и вице-премьер страны Александр Новак. Строительством охвачена территория около 300 гектаров. Все подробности в следующем сюжете. 1,5 года назад здесь началось масштабное строительство нового района имени Владимира Путина. И вот первая линия домов уже готова к открытию. Здесь находятся 30 современных 10-этажных зданий на 5400 квартир. Вся необходимая инфраструктура у жильцов будет в шаговой доступности. Торжественное открытие первой линии самого масштабного проекта в стране, района имени Владимира Путина, началось с праздничного концерта. В
В церемонии принял участие Рамзан Хаджи Кадыров вместе с заместителем председателя правительства Российской Федерации Александром Новаком. С приветственным словом к собравшимся обратился мэр Грозного Хасмагомед Кадыров. Он подчеркнул, что реализация такого масштабного проекта стала возможным благодаря всесторонней поддержке главы региона. Мы становимся свидетелями исторического события открытия грандиозного проекта, который навсегда изменит облик Грозного. Название района в честь президента символизирует нашу глубокую благодарность за поддержку в самые трудные годы. Все достижения, которые мы видим вокруг, стали возможны благодаря тому, что первый президент Чеченской Республики, герой России Ахмад Хаджи Кадыров, да примет Аллах его шахаду, заложил основу для восстановления и процветания нашего региона. Его дела и идеи живут не только в наших сердцах, но и в каждом новом проекте, который мы реализуем, следуя его заветам. В своем выступлении Рамзан Хаджи Кадыров передал слова благодарности от президента страны Владимира Путина всему чеченскому народу за поздравления с днем рождения. Глава региона подчеркнул, что новый район – это символ возрождения и процветания Чеченской Республики. В первую очередь хочу выполнить поручение главы государства, нашего любимого президента. Я сегодня утром позвонил, поздравил от команды, от всего чеченского народа, нашего президента. Он просил передать, что я всех обнимаю и говорю слова огромной благодарности. Район имени Владимира Ильича Путина – один из самых масштабных проектов России. Он занимает площадь 300 гектаров и рассчитан на 150 тысяч жителей. Мы уже открыли здесь школу тенниса, бассейны, спорткомплекс для инвалидов, 2 объекта здравоохранения, мечеть и медресе. Скоро здесь будут построены 6 школ, среди которых эти школы, 9 детских садов, 4 гостиницы, отделения Нацбанка, религиозные и культурные объекты. Украшением района станет зеленый парк на 9 гектаров. А сегодня мы открываем здание первой линии, вводим более 310 тысяч квадратных метров жилья. Это современный жилой квартал с просторными улицами и уютными дворами. Первый президент Чеченской Республики, герой России Ахмад Хаджи Кадыров, очень любил Грозный и мечтал увидеть его красивым. В свою очередь Александр Новак отметил, что успехи региона стали возможны благодаря пути, проложенному первым президентом Чеченской Республики. И сегодня субъект продолжает уверенно развиваться под руководством Рамзана Хаджи Кадырова. Сегодня открывается новый современный район в столице Чеченской Республики, в городе Грозном. И очень символично, что имя этому району присвоено президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Это тот человек, который действительно еще вместе много-много лет назад, в 2004 году, вместе с первым президентом Чеченской Республики, героем России Ахмад Хаджи Кадыровым, приняли решение о том, что необходимо восстановить столицу Чеченской Республики после военных событий. И эта задача последовательно воплощается. Президент Российской Федерации особое внимание уделяет развитию Чеченской Республики, и всегда под особым контролем находятся вопросы, связанные с развитием и Чеченской Республики, и города Грозный. Кульминацией церемонии стало вручение главе региона символического ключа от нового района мэром столицы. После, нажав на специальную кнопку «Пуск», Рамзан Хаджи Кадыров и Александр Новак запустили серию салютов. Новый район Грозного имени Владимира Путина открыт. Многоуважаемый Рамзан Ахматович, прежде чем приступить к церемонии открытия, разрешите вручить вам символический ключ от нового района города Грозного имени главы нашего государства Владимира Владимировича Путина. Многоуважаемый Рамзан Ахматович, Александр Валентинович, просим вас нажать на нашу специальную кнопку «Пуск» и официально открыть новый район Грозного. Сразу после церемонии глава региона и Александр Новак пообщались с журналистами. Сегодня, глядя на эту красоту, довольны ли вы результатом? Мы только начали, но будем довольны, когда завершим. Рамзан, когда планируется полностью завершить? И планируете ли вы пригласить Владимира Владимировича сюда, в район? Ну, конечно, мы с удовольствием приглашаем и ждем его. Когда будет развитие полного района, мы пригласим, надеюсь, что он верит. Горожане с интересом знакомились с новой достопримечательностью столицы и наслаждались красотой обновленного Грозного.
Хава Айдемирова, Сайдемир Ибрагимов при содействии пресс-службы главы правительства Чеченской Республики. Неделя. В Грозном состоялся первый фестиваль стендапа на Кубок Ахмата Хаджи Кадырова. Лучших комиков выбирали среди студентов главных вузов республики. Концерт посетил и лидер субъекта, который высоко отметил творческий потенциал молодых людей, а также наградил орденом Кадырова министра по делам молодежи Рамзана Висмурадова и заместителя руководителя секретариата главы региона Амира Сугаипова. Подробнее в нашем сюжете. Как мы видим, в зале уже собрались люди. Совсем скоро здесь пройдет первый в Чеченской Республике фестиваль по стендапу. Участие в нем принимают студенты 3 вузов региона. Чтобы оказаться на этой сцене, молодые люди прошли несколько этапов отбора. В итоге из 32 претендентов до самого фестиваля добрались 10. Подготовка к мероприятию длилась 4 месяца. Готовились 4 месяца. Изначально нас было 32, сейчас мы отобрали 10. Дал муклах. Цель, чтобы развивать наших творческих ребят. Все 3 вуза выложились по максимуму. Каждый подготовил достойных кандидатов для участия в фестивале. Нефтяной университет не стоял на месте. Мы тоже подготовили буквально 10 человек, чтобы участвовали в этом конкурсе. Был очень тяжелый отбор. Ребята очень хорошо готовились. И надеемся, что ребята одержат победу или будут в тройке лидеров. В зале появляется главный гость мероприятия – глава Чеченской Республики Рамзан Хаджи Кадыров в сопровождении соратников. Первый в регионе фестиваль стендапа объявляется открытым. Каждый студент продемонстрировал неподдельную харизму и искрометное чувство юмора. Видно, что подготовка к фестивалю не прошла даром, а оценивала их строгое, но справедливое жюри. В их числе и министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев. غالا چخین چرا تعدل البش قصد تخا وینا خن حالات وی ح اسیت عامر دوشونیش قصد خره خبو خطح خمپر چوح ح تبچول تون در ح تبچ موات بیچ دلیل حیوکسر دی تون دات. После выступления всех участников на сцену поднялся глава Чеченской Республики. Он поздравил присутствующих с Днем молодежи и выразил уверенность, что именно в подрастающем поколении будущее региона. Правительство без уже докухан работал, уже келнеш, финансист, экономист, юрист, келнеш, харжабиец, каждый хажауш министр, дабюч, лекция шуешен, сега выступать дешак, хауш, цань нуанеш, зам, помощник, хавалош, бобабиз. Здесь же лидер субъекта наградил орденом Кадырова министра по делам молодежи Рамзана Висмурадова и заместителя руководителя секретариата главы Чеченской Республики, помощника главы Чеченской Республики Амира Сугаипова. Награждается орденом Кадырова Висмурадов Рамзан Абузайдович, министр Чеченской Республики по делам молодежи. Награждается орденом Кадырова Сугаипов Амир Адамович, заместитель руководителя секретариата главы Чеченской Республики. За развитие молодежной политики Рамзана Хаджи Кадырова наградили медалью «Лидер молодых». Ее вручил министр по делам молодежи Рамзан Висмурадов. Приказом Министерства Чеченской Республики по делам молодежи за развитие молодежной политики в Чеченской Республике награждается золотой медалью «Лидер молодых» Кадыров Рамзан Ахматович, глава Чеченской Республики, Герой России. Пришло время огласить решение жюри. Приз зрительских симпатий забрал Ислам Селимханов. Второе место и кубок главы Чеченской Республики ушел в руки Мадины Сафтахановой. Ну а победителем стендап-фестиваля на кубок первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата Хаджи Кадырова стал Ислам Хакимов, студент ЧГПУ. Кубок первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата Хаджи Кадырова, а также приз в 500 тысяч рублей. Итак, исторический момент, дорогие друзья. Выигрывает Хакимов Ислам. Ислам Хакимов, обладатель
Кубка первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. За третье место было определено 100 тысяч рублей, за второе 200 тысяч и за первое 500 000. Помимо этого, каждый участник фестиваля получил по 50 тысяч рублей. Все средства выделены региональным общественным фондом имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Ислам Ершов, Имам Юсупов, Мансур Исмаилов при поддержке пресс-службы главы правительства Чеченской Республики «Неделя». Современная и безопасная. Так теперь выглядит одна из важнейших транспортных артерий города. Завершилась масштабная реконструкция улицы имени Абузара Айдамирова. Участок дороги протяженностью около 3 километров преобразился до неузнаваемости. На открытие объекта прибыл глава республики вместе с соратниками и лично оценил качество выполненных работ. Висхан Закриев продолжит. Улица имени Абузара Айдамирова, ведущая к международному аэропорту, одна из ключевых транспортных артерий Грозного. Ее протяженность составляет 3 километра. В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» построили новый мост через реку Нефтянка, длина которого 77 метров. Установлены новые опоры освещения, светофоры и дорожные знаки. Здесь дорога расширена до 6 полос. Это позволит водителям безопасно и без пробок добираться от аэропорта до центра Грозного и обратно. Также обновлена прилегающая территория и нанесена новая дорожная разметка. В церемонии открытия нового объекта участие принял Рамзан Хаджи Кадыров вместе с соратниками. Перед собравшимися выступил градоначальник Хасмагомед Кадыров. Он выразил благодарность главе региона за всестороннюю поддержку в реализации значимых проектов. Этот год по поручению главы Чеченской Республики Героя России Рамзана Ахматовича Кадырова объявлен годом города Грозного и района имени Владимира Путина. Старт этому году был дан знаковым событием – открытием развязки на улице Назарбаева. Продолжая эту важную работу, сегодня мы вводим в эксплуатацию ключевую магистраль, названную в честь выдающегося чеченского писателя и поэта Абузара Айдамирова. Открытие этого объекта станет весомым вкладом в развитие транспортной инфраструктуры Грозного. В своей речи глава республики поблагодарил строителей, проектировщиков и тех, кто принимал участие в реализации этого проекта. 1200 дворов, 1500 домов, субботник правительство Бобы Саралчит Шейхен Суришен Шпенват Естаралч Акбола Сабир Хасмал Тона Дерезхол Ау Инла Кедад Диду Дадиешду Ундач Нерш Хазал Бишбу Вей Гал Хазал Ешуд Асхалма Алла Цахук Даура Вагцадош Горной территории развивать Ешуэй. Помимо этого, города Штельма-Езер Хадишуд. Рамзан Хаджи Кадыров вместе с первым заместителем председателя правительства региона, министром автомобильных дорог Исой Тумхаджиевым и мэром столицы Хасмагомедом Кадыровым официально открыл дорогу. После глава региона прошелся по улице и оценил качество проделанной работы. Здесь же он пообщался с журналистами. Очень много открытий, все эти дни участвуете, целый район открывали, лично, непосредственно. Очень много гостей принимаете. Не устали? Нет, когда добрые дела делаешь, не устаешь. Когда что-то не получается и хлопаешь ногами, тогда устают. Мы хотим идти вперед, мы берем самое лучшее и используем это все в городе, в Грозном, в Гудермесе, в Шалях. Потихоньку развиваемся. Мы сейчас планируем следующий год объявить городом горной территории. Там будем строить гостиницы, строиться там в Идучах, казенный ам. И мы хотим Нашхар, там есть озеро. Там хотим построить озеро, спортивный комплекс, спа-центр. Люди могут там находиться, приехать там. Несколько дней походил по горам, уедет, и ему очень захочется вернуться. Обновленная дорога позволит разгрузить центр Грозного и сэкономит время пути. Висхан Закриев, Имам Юсупов при поддержке пресс-службы главы правительства Чеченской Республики «Неделя». Открылась объездная дорога мимо села Сержень-Юрт и был отремонтирован мост в Веденском районе. Реализованный проект значительно облегчит передвижение автолюбителям и сделает путешествие более безопасным. На торжественной церемонии присутствовал глава региона с соратниками. Подробности в сюжете Хавы Айдамировой.
Торжественная церемония открытия дороги в обход села Серженюрт начинается с прибытия главы региона. На площадке собрались руководители профильных ведомств и местные жители. С приветственным словом перед собравшимися выступил заместитель председателя правительства Чеченской Республики, министр автомобильных дорог Исатум Хаджиев. Открытие этой объездной дороги – это еще один важный шаг в развитии туристического потенциала нашей республики. Казино Ам и Хой являются визитными карточками Чечни. Благодаря этой дороге поток туристов увеличится, а значит и экономика района получит дополнительный импульс. Дорога полностью соответствует требованиям для комфортного передвижения жителей и гостей республики. Хочу выразить огромную благодарность главе республики Герою России Рамзану Ахматовичу Кадырову за всестороннюю поддержку и неоценимую помощь в осуществлении всех поставленных задач. В своем выступлении Рамзан Хаджи Кадыров поблагодарил строителей за качественную работу и подчеркнул, что развитие дорожной сети остается одним из приоритетных направлений республики. Ценил поручение, ханнамере дела, си срок шкарня дабела, он срок шалу, юртол халуеш, сержал халу, чан, yok проблем, халу тигада, ин срок халу ашай, парат халу метибон. كده عيدو هو قاعد على الدوش كده عيدو برات هولي وهو شو ديش автомобиль дорога была беш действительно он вой шей мог беш больше хал деш дугайт на сад да аберк сюэль маселе да это. Затем глава региона нажал на специальный знак, дав символический старт движению по обновленной дороге. Старый мост через Ахкичу находился в изношенном состоянии и не соответствовал нормативным требованиям. Капитальный ремонт позволил не только укрепить конструкции, но и спрямить извилистый участок дороги. В торжественной обстановке объект открывается досрочно. На церемонию прибыл глава региона вместе с соратниками. Существующий мост находился в аварийном состоянии и не обеспечивал безопасный проезд транспортных средств. По поручению главы Чеченской Республики Героя России Рамзана Ахматовича Кадырова данный мост был включен в программу национального проекта «Инфраструктура для жизни». Открытие моста повысит безопасность и пропускную способность, ведущий к туристическим объектам Веденского района, включая спортивно-туристический комплекс казино Ам и древнее село Хой. В своем выступлении глава региона отметил, что благодаря усердной работе Министерства автомобильных дорог удалось добиться высоких результатов в развитии дорожной инфраструктуры. Он подчеркнул, что реализация подобных проектов напрямую влияет на качество жизни людей и развитие экономики республики. После Рамзан Хаджи Кадыров официально запустил движение по обновленному мосту. Дорогие друзья, уважаемые гости, движение по обновленному мосту объявляется открытым. Объекты реализованы в рамках государственной программы развития дорожной отрасли Чеченской Республики и национального проекта «Инфраструктура для жизни». Эти проекты позволят существенно повысить безопасность дорожного движения и сделать дорогу более комфортной как для жителей республики, так и для гостей региона. Хава Айдамирова, Адам Арсунукаев, Асхат Керимов при содействии пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики. Неделя. В Грозном в Центре спортивной борьбы имени Бувайсара Сайтиева прошел международный турнир по вольной борьбе, посвященный памяти первого президента Чеченской Республики Ахмата Хаджи Кадырова. Мероприятие посетил глава региона и другие официальные лица. С приветственной речью перед собравшимися выступил министр по физической культуре и спорту Ахмат Кадыров. В этом году Минспорт Чеченской Республики решил возобновить эту замечательную традицию, собрав атлетов со всей России и 20 стран мира. Знаковым для нас является и то, что турнир посвящен памяти выдающегося человека, моего дорогого дедушки Ахмата Хаджи Кадырова, с чьим именем неразрывно связано возрождение нашей республики и становление ее на путь развития и процветания. Чеченскую республику представляли 13 воспитанников Ахмат. В сложнейших поединках первое место заслуженно завоевал в весовой категории до 65 килограмм Адам Архиев. 2 вторых места заняли его одноклубники. В категории до 86 килограмм Рамзан Булатов и до 92 килограмм Юсуп Хаджи Айдаев.
Противник шавик шай страна первый номер вор, авиан лат царгария хитанда Рамзан бо ферзали одиклеч барет суда цунгариш саяхта дел курбан саяхтар Рамзан Ахматович эшта поддержка бандолш саяхтар нислов делда хочва дол адам доштою хочва оптал адам долш проиграда вариант я. На автодроме «Крепость Грозная» прошел чемпионат по мотогонкам на Кубок президента Владимира Путина. Соревнования, приуроченные ко дню рождения российского лидера, посетил и глава республики Рамзан Хаджи Кадыров. Репортаж Лианы Хаджиевой. Лучшие мотогонщики из разных уголков России и дружественных стран собрались на автодроме «Крепость Грозная». Посетил спортивное мероприятие и глава региона. Участники состязания борются за звание лучшего пилота. Перед началом гонок состоялась официальная церемония открытия. Перед собравшимися выступил министр Чеченской Республики по физической культуре и спорту Ахмат Кадыров. С радостью приветствую вас на открытой кубке президента страны по шоссейным кольцевым мотоциклетным гонкам. Сегодня 40 талантливых спортсменов из разных уголков России и дружественных стран будут бороться за звание лучшего пилота. Уверен, что они продемонстрируют нам высокое мастерство и качественную подготовку. Рамзан Хаджи Кадыров передал слова благодарности в адрес чеченского народа от президента России. Накануне у него с ним состоялся телефонный разговор. Uren vai massaц Ардона, vai президент Берлинер, vai Долчадон, мероприятие шарюать. Скажите, что я всех дом близких обнимаю, вы близкие душа Дегичундер Дон. Передаю слова Владимиру Путину. Это событие объединило спортсменов, тренеров, болельщиков и всех, кто вносит вклад в развитие гонок. Подобные турниры не только выявляют сильнейших, но и формируют среду, где растут новые таланты. Мотогонщики благодарны Чеченской Республике за теплый прием. Очень классно поездили, гонка была эффектной. Погода то портилась, то улучшалась. В итоге на гонку была отличная погода, нам очень понравилось. По итогу заездов среди профессионалов победу одержал Владимир Леонов, установив при этом абсолютный рекорд автодрома за все время. Второе место занял Андрей Сидоров. И третьим к финишу приехал Алексей Блохин. В категории любителей первое место завоевал Дмитрий Глинкин. Серебро досталось Станиславу Тиравскому, а бронза – Данилу Балтинову. Чемпионат проводится с целью популяризации спорта и привлечения молодежи к активному образу жизни. Эти состязания стали возможны благодаря инициативе и поддержке главы Чеченской Республики Рамзана Хаджи Кадырова. Чемпионат показал, что в регионе уверенно развивается спортивная инфраструктура. Лиана Хаджиева, Адам Арсанукаев, Мансур Исмаилов. Неделя. На Грозненском ипподроме имени Саидхусейна Закаева прошли скачки в честь дня рождения президента России. Всего состоялось 7 заездов, каждый из которых посвятили важным для страны и республики датам. Конно-спортивный праздник посетил и глава региона. Подробности в следующем сюжете. Лучшие лошади участвуют сегодня в 7 заездах. На ипподроме имени Саидхусейна Закаева собралось множество зрителей. Сами скачки организованы в честь дня рождения президента России Владимира Путина. Скакуны будут бороться за приз общим фондом 20 миллионов рублей. Всего 7 заездов. Поболеть за участников конно-спортивного клуба «Ахмат» прибыл Рамзан Хаджи Кадыров вместе с соратниками. С приветственным словом выступил заместитель председателя правительства республики, министр сельского хозяйства Висхан Мацуев. Он выразил благодарность главе региона за всестороннюю поддержку в развитии конного спорта. От лица работников сельского хозяйства и от себя лично хотелось бы поздравить нашего верховного главнокомандующего с днем рождения и пожелать долгих лет жизни, энергии и вдохновения для реализации всех намеченных планов. Рамзан Ахматович, деревья сходом, дальше это дойла. Много черконикшен, еще внимание, мастума гуштон, хэштон, деревья сходом, да алшуэла, Ахмат сила Аллаху Акбар, Россия вперед. Открывает состязание заезд в честь Дня города Грозного. 5 скакунов пробегают дистанцию в 1200 метров. Побеждает в заезде жеребец Хаздог Жакеем Марзабеком Капушевым из клуба «Ахмат». Награду победителям вручил мэр столицы Хасмагомед Кадыров. Второй заезд посвящен ко дню рождения президента России Владимира Путина. Скакуны преодолевают дистанцию 2400 метров. Первым добирается жеребец Red Head Жакеем Хамзатом Улубаевым. Приз вручил уполномоченный в Чеченской Республике при президенте России Бекхан Таймасханов.
жеребец считался фаворитом, поэтому ожидаемо была победа. Но, как сказать, на фаворите ехать тоже нелегко. Это самое тяжелее, наверное, потому что все едут против него. В третьем забеге на приз памяти первого президента Чеченской Республики лучший результат продемонстрировал знаменитый скакун исконного клуба «Ахмат» Батистута с жокеем Марзбеком Капушевым. Награду победителям передал первый заместитель председателя правительства, министр автомобильных дорог региона Иса Тумхаджиев. Четвертый заезд на приз в честь главы Чеченской Республики с дистанции 2000 метров. Победу одержал реал-бой с жокеем Марзбеком Капушевым. Заместитель председателя правительства по силовому блоку Абузайд Висмуратов принял участие в церемонии награждения тренера и жокея. Последующие заезды были посвящены участникам СВО, Дню учителя, а также в честь Дня молодежи. Победителям заездов вручили кубки и денежные призы. Висхан Закриев, Юсуп Эжиев при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики «Неделя». Захваченную у противника бронемашину американского производства «Кугуар» доставили в Грозный. Но теперь она снова окажется в зоне проведения СВО. На этот раз техника будет служить интересам российских подразделений. Транспорт лично осмотрел Рамзан Хаджи Кадыров. Он отметил, что бронемашина значительно уступает по своим характеристикам отечественным аналогам. Наши более надежны, лучше и выносливее. Запад, Европа воюют против нас, но мы забираем потихоньку территорию, идем вперед. Ни шагу назад. Ахмат, сила, Аллаху Акбар. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин подписал распоряжение о награждении внучки первого президента Чеченской Республики Ахмата Хаджи Кадырова Хадижи Кадыровой почетной грамотой за активное участие в подготовке и в проведении значимых мероприятий. Хадижат Кадырова представляет регион на федеральных и международных площадках, участвуя на различных форумах. Награду передал председатель правительства Магомед Даудов. Распоряжением президента Российской Федерации за активное участие в подготовке и проведении общественно значимых мероприятий награждается почетной грамотой президента Российской Федерации Кадырова Хадижат Рамзановна. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Председатель правительства региона Магомед Даудов провел рабочее совещание, посвященное вопросам строительства международного аэропорта Грозный имени Ахмата Хаджи Кадырова, а также реализации инвестпроекта по строительству грузового терминала. Премьер-министр отметил, что все проекты реализуются по инициативе и под личным контролем главы республики. По итогам встречи Магомед Даудов поручил обеспечить высокое качество выполняемых работ и строго придерживаться графика. Председатель правительства республики провел расширенное совещание в парламенте. Обсуждались меры, принимаемые для достижения высоких показателей эффективности деятельности высших должностных лиц и исполнительных органов власти, а также реализацию национальных проектов в 2025 году. Празднование Дня города завершилось торжественным ужином от главы Чеченской Республики. Мероприятие прошло во Дворце торжеств Ирсиде. На вечере присутствовали представители мэрии столицы, градоначальники, руководители городов России и зарубежных стран. Этот год для столицы региона особенный. Согласно указу главы республики, 2025 объявлен годом города Грозного и нового района имени Владимира Путина. С большим удовольствием участвую в праздновании 207-й годовщины со дня рождения города Грозного. Город Грозный и город Тула связывают узы дружбы. Это два города-воина, которые всегда стоят на пути неприятеля. Поэтому я желаю городу Грозному процветания, благополучия. Для гостей была организована яркая концертная программа, а завершением праздничного вечера стал музыкальный салют в честь дня рождения города. В Забайкальском крае открылась вторая по счету мечеть, а в России теперь курьерам-мусульманам запрещено доставлять нехаляльную продукцию. Об этих и других новостях из мира мусульман в нашей рубрике «Умма». Режим прекращения огня в секторе Газа между Израилем и Хамас вступит в силу. По словам военных экспертов, на этих выходных палестинское движение вернет себе контроль над большей частью территории. На данный момент уже около 160 стран признали за Палестиной независимое государство. В Москве создали мусульманскую футбольную лигу «Умма Лиг». В настоящий момент началась официальная регистрация организации, в которую входят 14 команд игроков-любителей.
Участники лиги должны соблюдать дресс-код. Нельзя показывать аурат и использовать нецензурную лексику. За это игрок получает предупреждение или дисквалификацию на несколько игр. Отмечается, что в лиге могут участвовать представители других конфессий, что является примером многонациональности и многоконфессиональности России. Духовное управление мусульман России приняло фетву, согласно которой курьерам-мусульманам нельзя доставлять запрещенные продукты и предметы. Речь идет об алкоголе, свинине и тому подобном. Уточняется, что если посылка одновременно содержит разрешенные и неразрешенные предметы, причем разрешенных больше, то доставлять ее можно. Однако при условии, если курьер выплатит милостыню. В Забайкальском крае для верующих открылась вторая по счету мечеть. Она была построена в Каларском округе на территории компании «Удаканская медь», чтобы работающие на предприятии мусульмане имели место для молитвы. Рядом с мечетью находится православная церковь. Оба храма имеют схожую архитектуру и являются воплощением мира и взаимопонимания между традиционными конфессиями России. Они показывают, что религия не разделяет людей, а объединяет их в искренности, доброте и любви к Богу. В Англии злоумышленники подожгли мечеть. Инцидент произошел в приморском городе Писхевен. Два преступника в балаклавах пытались выбить запертую дверь. Когда им это не удалось, они облили бензин на порог святыни и подожгли ее. На тот момент в мечети были имам и один прихожанин. Обоим удалось спастись. Огонь повредил входную дверь и припаркованную рядом машину. Полиция Великобритании расследует пожар как поджог, совершенный на почве межконфессиональной ненависти. На этом у меня все. Следите за нашими новостями в телеграм-канале. В Гудермесе на территории Российского университета спецназа имени Владимира Путина прошло закрытие военно-патриотических игр среди старшеклассников Союза городов воинской славы «Наша сила в единстве». Соревнования длились 3 дня. Участие принимали 16 городов России и боролись в 15 дисциплинах. На торжественном мероприятии присутствовали почетные гости, среди которых были заместитель мэра Грозного Халид Кадыров, исполнительный директор Союза городов воинской славы Игорь Сунгуров и другие официальные лица. Победу в соревнованиях одержала команда из Грозного, а в этапе «Что, где, когда» кубок мэра взяли старшеклассники из Ростова-на-Дону. Мы хотели бы выразить благодарность главе Чеченской Республики, Герою России Рамзану Ахматовичу Кадырову, мэрии города Грозного и руководству Российского университета спецназа за всестороннюю поддержку, которая была оказана при организации и проведении данного мероприятия. В Грозном состоялся перезапуск журнала «Муслим-магазин». Это федеральное издание, которое посвящено открытому диалогу и воспеванию мультикультурности. Продукт ориентирован на широкую аудиторию и освещает различные аспекты жизни. Первый выпуск посвящен теме Возрождения. Мероприятие прошло в формате вечеров живой музыки. Специальным гостем стал известный певец из Марокко Ахмед Султан. И наш первый выпуск в формате перезапуска посвящен теме Возрождения. Именно так мы ощущаем новую эпоху, которая зарождается на наших глазах, сближение западной и восточной культур. И не случайно мы выбрали для этого события именно Грозный, потому что в журнале посвящен очень большой проект Чеченской Республики. На этом у меня все. До встречи через неделю и хороших вам новостей.